Ухта в числе лидеров среди муниципалитетов Коми по развитию инклюзивного образования. К такому заключению пришли в ходе 5-й региональной конференции, посвященной этой теме. Высокие показатели Ухты в этой сфере во многом заслуга уникальной некоммерческой организации «Территория возможностей», которая работает на базе Ухтинского детского сада номер 103 с сентября минувшего года и помогает семьям с особенными детьми со всей республики. О том, каким опытом делятся ухтинские специалисты на региональном уровне, узнала Виктория Науменко. За полгода работы «Территория возможностей» помогла 400 семей. По изначальной задумке здесь должны были оказывать консультативную помощь специалистов преимущества в дистанционном формате. Но, как оказалось, сами родители особенных детей настаивают на личных встречах и занятиях. И ради этого готовы приезжать в Ухту даже из других районов республики. Сначала родители звонят в центр, описывают проблему администратору, и тот направляет их к одному или нескольким конкретным специалистам – дефектологам, логопедам, инструкторам по лечебной физкультуре. Большая часть работы может пройти именно на полу, вот на таком коврике. Ребята не всегда хотят сидеть за столами, подчиняться правилам общего обучения. А вот именно специалисты проводят свою работу на полу, играют, просто смотрят, как сидит ребенок, какая у него поза, правильно ли он вообще сидит и держит спинку. Все начиналось с работы с особенными детьми на базе 103-го Ухтинского садика. Специалисты занимались с малышами с особенностями развития в отдельных группах. Но автор проекта решила, что их сплоченная команда профессионалов может больше, помогать детям всего города и даже республики. И не ошиблась. С открытия центра педагогический состав расширился. Если раньше логопедов и дефектологов было по 2, то сейчас 6. А еще 2 психолога и инструктор по лечебной физкультуре. Причем работают специалисты на условиях волонтерства, часто совмещая его с основной работой в других организациях. Бывают разные случаи, бывают и сложные детки, сложными различными, скажем, возможностями здоровья, с ограниченными, и тогда мы уже больше всего работаем с родителями. Направление тогда проходит. Это консультирование, также что делать родителю в этом случае, куда можно ему обратиться, как он может с нами контактировать по устранению, например, если мы будем работать с ребенком далее. Центров по работе с особенными детьми в республике немало, но уникальность территории возможностей в том, что здесь можно и просто проконсультироваться при наличии каких-то тревожных звоночков в поведении дошколенка и получить грамотный совет или развеять страхи, и получить полное сопровождение специалистов для семьи с ребенком с тяжелым диагнозом. Часто такие дети даже не посещают детские сады и остаются с родителями или другими родственниками, нянями. Кстати, программа проекта рассчитана и на них. Центр еще может организовывать психолого-педагогическое сопровождение, то есть ведение семьи. Предлагает услуги по консультации создания образовательной программы, потому что такие дети, как правило, обучаются по адаптированным программам, либо по индивидуальному образовательному маршруту. Появление ребенка с особенностями развития меняет жизнь семьи навсегда, и чаще всего ему и его родителям необходима помощь специалистов на протяжении всей жизни. Ухтинская территория возможностей пока помогает малышам дошкольного возраста, но в планах сплощенной команды организовать на базе сада 103 еще и начальную школу, а значит помочь еще большему количеству семей. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.